23 марта 2003 году по инициативе первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в Чеченской Республике состоялся всенародный референдум, на котором был принят основной закон Чеченской Республики – Конституция. Маш Волшиш, сразу хочу поздравить вас с Днем Конституции Чеченской Республики. И мой первый вопрос. Смотрите, через несколько дней, вы это знаете, и лучше меня знаете, через несколько дней Чеченская Республика отметит самый главный свой праздник. 21-й год со дня референдума по принятию проекта Конституции Чеченской Республики. Вот что вы чувствуете теперь, когда прошло столько много времени, а 20 лет – это уже немало, с того переломного момента в истории республики? Просто как жители, как граждане России, как жители Чеченской Республики. Ваше мнение, прошу. Начнем ваш Шаид. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители республики. Я еще раз повторяюсь, поздравляю вас с этой знаменательной датой. Этот день для нас является из всех имеющихся в Чеченской Республике знаменательных праздничных дней основополагающим в истории нашего народа, нашей республики, знаменательная дата 23 марта 2003 года. День, когда решалась судьба многострадального чеченского народа. Где... Решалась судьба. Давайте вот это подчеркнем в нашем разговоре. Да, прошу. И, безусловно, оно отразилось на судьбе великой России. Безусловно, мы гордимся тем, что мы были частицей исполнения, реализации заветной мечты, заветных целей, которых вынашивал наш первый президент Ахмат Хаджи Абдулхамидович Кадыров, герой России, да Аллаху Акбар. С первых дней своего назначения вынашивал эту республику, возвращение в цивилизованное, созидательное русло Чеченской Республики, не иначе, как через проведение референдума, принятие основных законов, легитимизация всех органов исполнительной, законодательной власти, и тем самым, безусловно, это будет фундаментом сохранения целостности России. Шаид, вы в те дни были председателем Конституционного совета, вы были главой Грозненского района, вы были членом инициативной группы. Я все это знаю. Вот что вы чувствуете сейчас, после 20 лет тех дней? Я горд за нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Я горд за команду, которую он сплотил. Я горд, что я явился в тот момент небольшой частицей реализации этой программы. Да, был председателем президиума консультативного совета при главе Чеченской Республики тогда, был членом инициативной группы, был членом оргкомитета и председателем совета авторов Конституции. Вот этого я не знал. Председатель совета авторов. Да. Теперь буду знать. В общем, да, я горд за то, что в то время я находился рядом с Ахмат Хаджи Абдулхамидовичем Кадыровым. Я, безусловно, этим горжусь и до всех довожу, что многое, почти все то, что было реализовано, было намечено, это были планы, программа самого Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. За таким лидером идти было практически очень легко. Тимур. Ну, я хочу прежде всего присоединиться к тем словам, поздравительным словам. Это действительно большой праздник, великий праздник для Чеченской Республики. Поэтому я хочу, чтобы все, в первую очередь молодежь, это помнила, знала и чувствовала, да, изнутри, что это действительно крайне важный день для всего чеченского народа, потому что действительно судьба республики, судьба народа решалась фактически в те самые, в общем-то, непростые на самом деле сегодня, можно сказать, дни.
как простой человек, да, если просто не как чиновник, не как государственный Не служащий. как должностное лицо. Мне не кажется, что это было, было упомянуто, это было давно. Мне не кажется, что это было, но мне кажется, это было буквально вчера. Погода была, по-моему, в этот день хорошая, солнце светило. Вот я помню этот день очень прекрасно. 21 год это много или мало тогда? Вот так, если спросить. Вот сейчас я отвечаю на вопрос. Мне кажется, что это было буквально вчера. Я очень четко помню те дни, предшествовавшие дни, этот день, что было дальше, все очень хорошо помню. Но когда я выхожу, допустим, на улицы Грозного и смотрю на тот город, что сегодня окружает нас, на тот город, в котором мы сегодня живем, да даже не надо город, любой населенный пункт республики стоит поехать и оценить те масштабы сделанного за этот 21 год, то мы понимаем, что действительно прошел очень большой срок, потому что сделано колоссальное количество работы, и как раз-таки вот этот росток того деревца, да, который сегодня под кроной которого мы сегодня, так сказать, отдыхаем в жаркий день, в Вас жаркий слышится полдень. журналист. Ну, скорее писатель, да, я пытаюсь как-то образами мыслить, чем журналист. И в те годы вы были журналистом. И в те годы я был журналист и писатель, но я как простой человек все-таки хочу сказать, что как простой человек я сегодня с чувством безграничной благодарности вспоминаю те дни, что было сделано, потому что сегодня все мы пользуемся, и я в том числе, в первую очередь для себя, пользуюсь плодами того, что было сделано тогда. Город, свет, газ, ну, блага цивилизации, там сложно сегодня перечислить все то, что мы имеем сегодня и не имели тогда, и получили прежде всего потому, что был проведен тот самый референдум. Сегодня мы это прекрасно понимаем. Так много это или мало? 21 год. Шаид. Если оценивать по результатам и думать о ушедших годах, то ушедших годов не жалко, если смотреть на сегодняшние реалии. Мы сегодня гордимся тем, что есть нашим результатом. Конечно, жалко ушедших 21 лет, мы тогда были моложе, но этого стоило. Этого стоило. Вы принимали непосредственное участие в этом политическом событии, я скажу так. Как вам вспоминается 23 марта 2003 года? Если говорить о непосредственном этом дне, безусловно, ощущение было вечером, накануне, день-два, потому что федеральные войска провоцировали, настраивали людей против проведения референдума. Ведь федеральный центр, кроме Путина, я смею об этом говорить, и вот тут вот Совет Европы практически были против этого референдума. Поэтому беспокойство было, но на мудрость своего народа, на его, скажем, политизированность, на его здравый смысл, наличие здравого смысла, на самое главное, на настрой, последовательность изложения своей программы первого руководителя Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова была надежда, но ночи были беспокойные. И в день проведения референдума нас буквально озарила радость, желание участия людей. Насколько активно шли на выборы. Даже видавшие виды вот эти вот вообще наблюдатели, более 100 стран были наблюдатели в каждом районе. Вот они удивлялись. Буквально придраться было ни к чему. Ведь все-таки народ наш грамотный. Наблюдатели из 100 стран. Из 100 стран. Вот, удивлялись. Свадебную церемонию невест туда свозили на избирательный участок, чтобы невеста... На голосование. Да, на голосование. Там танцы, там гуляние. Старики в своих попахах, пожилые. Это просто было одно загляденье. Я поначалу даже испугался, как бы не сглазить. Это страшно. Потом, как председатель Совета глав, Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров часто, через каждый час-полтора звонил. Шаид в других районах, других. Смотрите, чтобы фальсификации не было, чтобы волеизъявление населения было реально объективно. Ахмад Хаджи был с вами на связи все время. Да. Потом раз он с нами встретился, мы к нему все главы собрались, на час пообщались. В принципе,
желание Ахмад-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова было настолько приятно велико, что он говорил, ему нужно участие людей, мнение людей. Без мнения людей его этот референдум практически не устраивал. Мнение людей. И народ свое мнение высказал своим активным участием. Это все-таки был праздничный день. Мы даже не рассчитывали. Надежда была, но обеспокоенность тоже присутствовала. Но это было оправдано. Оправданно. Люди пошли. Пошли. Люди голосовали. Голосовали. И сказали «за». За. Это самое главное. Тимур, ваше мнение, каким он был для вас этот день, 23 марта 2003 года? Прошу. Вот сейчас, когда Шаид Ухаевич говорил, и он говорил, что даже в федеральном центре были противники проведения референдума, и действительно было огромное количество, так сказать, групп влияния, групп каких-то разных сил, да, которые внутри Российской Федерации, там, не знаю, за пределами Российской Федерации, безусловно, там ПАСЕ, Совет Европы, просто какие-то мировые лидеры, может быть, я не знаю, федеральные военные, правозащитники, да, наверное, журналистов очень много было, тех, кто выступали против, по самым разным причинам действительно выступали они против. И я в то время уже был упомянут, да, работал журналистом, я не был в Поэтому числе я это и подчеркнул, противников. чтобы вы к этому вернулись. Я не был в числе противников, но я был сомневающимся тогда. Я честно сейчас признаю это. Я это Вы, то, Тимур что Алиев. то было, да, я должен это признать. И я признаю, что я тогда очень, так сказать, жестоко ошибался, потому что я сомневался, даст ли это какой-то эффект. Я был в числе сомневающихся. Да, конечно, я, как и все, хотел, чтобы республика хорошо жила, воспряла, развивалась и так далее. Но мне казалось, что этот шаг преждевременный или еще что-то, вот это было так. Поэтому, когда я работал в те дни, именно по части, по журналистской части, там какой-то общественной части, я вот выступал именно с вот этих вот позиций того, что это может быть немного рано или еще что. Ну, сомневался. А когда вы поняли? И жизнь показала, что я очень действительно жестоко ошибся. Я сегодня это абсолютно смело, честно признаю, что так оно и есть. И я рад, что я тогда ошибался. Было бы хуже, если бы я тогда не ошибся. И это все произошло 23 марта 2003 года. Это произошло 23 марта 2003 года, и потом многие еще годы продолжалось. Как я уже сказал, зерно, росток был посажен именно тогда. Спасибо вам за эту откровенность. Прослушай. Все-таки предыстория развития событий была тяжелая. Вот как шла подготовка к Вы референдуму? знаете, поэтому, конечно, Как мы уже говорили, вы каждый были год, председателем консультативного да, совета. Каждый год членом инициативной ситуация группы. усугублялась. Буквально в 2000 году, когда Ахмад-Хаджи Абдулхамидович Кадыров Амин. собрал актив и сказал, что озвучил свое мнение, у нас другого варианта нет, мне нужны единомышленники, нам необходимо провести референдум. Мы должны иметь конституцию, как он всегда говорил, паспорт. Без этого мы от этой проблемы не избавимся. Многие с пониманием отнеслись, вот как Тимур говорил, конечно, было опасение, вот боевые действия идут и так далее, и так далее. Поэтому озвучил. Потом мы озвучили эту тему публично через доступные тогда средства массовой информации. Вы знаете, Совет Европы прискакал, лорд Джад тогда был секретарем Совета Европы, курировал чеченскую тему. Депутаты Государственной Думы Немцов, Рогозин, Аслаханов, это преждевременно, да вы что, с ума сошли, туда-сюда. Потом мы резко озвучили намерение создания консультативного совета. Совет Европы рекомендует в Москве при Госдуме его при главе, а при чем тут при Госдуме? Чеченская республика, но в Москве. Ахмад-Хаджи Абдулхамидович всегда был убедительным в этих вопросах. Он при мне здесь, вот в республике, создали консультативный совет. Обратились буквально с наличием вот этого натиска и Федерального центра, и Совета Европы, при наличии этого натиска, воинствующей части, боевых действий, обратились к президенту Российской Федерации с просьбой одобрить наше желание подготовку и проведения референдума. Он одобрил, потом создали инициативную группу по подготовке
положение о референдуме. К президенту Владимиру Путину. Владимир, да, отослали, согласовали, глава администрации тогда согласовал, отвез, подписали, утвердили, вышел указ об органах исполнительной власти Чеченской Республики в 2000 году, 8 июня за номером 1071. Потом вышел второй указ сразу же, 12 июня, об главе администрации, Временной администрации Чеченской Республики, 12 июня за номером 1120 в 2000 году. И все это нас уже окрылило. Процесс пошел. Но противодействие было серьезно. Мы дважды ездили в Страсбург, трижды ездили в Страсбург. 4-й раз под председательством, под руководством руководитель делегации был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Я знаю, у вас там маленькая Рогозин, стычка слушай, да, произошла. стычка была. Весь Совет Европы практически был против этого наведения конституционного порядка в Чеченской Республике, именно через референдум. Потом в Госдуму несколько раз вызывали, по секторам, по комитетам таскали, но тем не менее команда под руководством Ахмада Хаджи Абдулхамидовича была убедительной. Потом зачистки, вот эти вот обстрелы, потом объявили конкурс на составление проекта Конституции. Участников было до 11 человек, потом альтернативные появились, Гантемиров и так далее. Процесс шел, но тем не менее, теперь вот здесь вот на местах воинствующая часть Чеченской Республики тоже активизировалась. Федеральная военная машина, она была тяжелая. Министерство обороны само по себе, Министерство внутренних дел само по себе, ФСБ, ГРУ, прокуратуры сами по себе, единоначалия не было. Вот в этой тяжелой обстановке, благодаря смелости, решительности, уверенности, убедительности нашего первого президента Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, герой России, референдум был подготовлен. Как мы говорим, в те годы было очень много противников, и шли боевые действия. Но, как бы там ни было, народ поверил и пошел за Ахмад Хаджи. Да. Почему? Прошу. Вы знаете, все-таки еще в то предысторию, если вернуться в небольшую предысторию событий, в ичкерийский период, единственный человек, который реально, объективно оценивал ситуацию и говорил все напрямую, был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Даже оппозиция, где я был непосредственно участником, уважительно относилась к правде, к смелости, к решительности, к патриотизму Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Вот благодаря его богобоязненности, благодаря его, скажем, историческому списку родителей и так далее. Это богобоязненная семья, которая унаследовала большие, серьезные традиции чеченцев. Это люди, скажем, набожные, глубоко набожные, грамотные, толерантные, честные, порядочные. Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров был в центре всех событий. Поэтому никто, кроме него, не мог бы реализовать эту программу. Поэтому на нем был сделан правильный акцент, и вот народ в силу всего этого поверил и пошел за Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Почему люди поверили и пошли? Потому что поддержали, потому что он умел брать ответственность на себя. Да. Это очень важное качество для любого политика, скажем так. А он был не просто политиком, он был вот таким политиком глубоко чеченским по духу, да? И поэтому, и помимо вот следования вере, адатам, менталитету чеченского народа, то, что он обладал вот этими качествами, он мыслил масштабно, широко, то есть не какими-то мелкими сиюминутными политическими выгодами. Он хотел покончить с войной, как с неким социокультурным явлением в чеченской жизни вообще. И проведение референдума, новая конституция, это был один из первых шагов на этом пути. Нужна была база, нужна была легитимизация процесса, и поэтому нужно это было начинать с этого, нужно было делать с этого. И люди
поняли это, увидели его, ну, то, что я сказал уже, умение брать ответственность на себя, поверили в него, выказали ему доверие и пошли за ним, чтобы почувствовать, что именно за ним, за этим человеком настоящее светлое большое будущее. Лобен, Прошу. еще вот из всех 11 проектов Конституции мы их перебирали, только в его проекте были слова: беря на себя ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего народа. Это уже был переломный момент, и тут уже даже никаких сомнений не возникало. Вот и ответ мой Вот и ответ. на мой предыдущий вопрос. Тут лучше не скажешь. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. И два моих последних вопроса. О значении чеченского референдума для всей Российской Федерации. Насколько важным и нужным был выбор чеченского народа для всей России. Прошу. Вы знаете, по старшинству я отвечу, да? Вы знаете, мы уже об этом говорим, это не, скажем, выдуманные слова, это реальная действительность. В этом и федеральные чиновники убедились. Проведение референдума и стабилизация обстановки в Чеченской Республике стало основой сохранения целостности России. Об этом федеральные депутаты соглашались и об этом говорили не раз. Почему-то пресса об этом замалчивает, но тем не менее это было основа сохранения целостности России. Я об этом говорю со всей уверенностью. Я могу только поддержать эти слова, потому что действительно те военные действия, которые велись на территории Чеченской Республики, те силы, ресурсы, которые вливались Российской Федерации вот в этот конфликт, который разгорался на нашей территории, на территории нашей республики, они, естественно, требовали огромного количества усилий, то есть жертв со стороны в целом российского населения, для бюджета российского. Все эти деньги, весь этих людей можно было на какие-то более полезные, мирные рельсы, что называется, поставить. И когда ситуация в республике наладилась, естественно, и мы знаем, что и с начала нулевых годов какая ситуация, да, 90-е какие были страшные годы для Российской Федерации, и нулевые годы, которые с каждым годом ситуация улучшалась. То есть мы всегда сейчас вспоминаем страшные, тяжелые 90-е и благополучные, хорошие нулевые. Да. То есть это не просто так, не потому что там только что-то, а в том числе потому, что была ситуация в Чеченской Республике, которая переломилась из ужасной, стала благополучной. И тут тогда еще один вопрос, и он последний, исходя из предыдущего. А что было бы с нами, с Чеченской Республикой? Не будь дня референдума, не приняли бы Конституцию, что, не было бы Ахмад Хаджи? Коротко. Вы знаете, я даже на эту тему думать боялся и не хочу, потому что не будь Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, не будь референдума, что было бы с Чечней, мы знаем, что было бы с Россией. Поэтому это очень тяжелый вопрос, и альхамдулилля дал хастам Бог, что так все завершилось. Тимур? Ну, наверное, есть еще какие-то примеры в мире, где ситуация не разрешилась, где не появился свой Ахмад Хаджи, да? Ну, не знаю, там Сомали можно какой-нибудь взять, да, который развалился там на 6 или сколько там территорий на сегодняшний день. То есть страна, которая имеет множество ресурсов, выход к морю, прекрасные там, не знаю, морские пути и так далее, то есть которая могла процветать, африканская страна, сегодня погрязла там в нищете, в коррупции, ну, я не знаю, во всех самых негативных каких-то проявлениях вообще человеческого общежития, и это только потому, что там не появился свой лидер. Ну и другие такие же случаи. И вот Чеченская Республика была бы такой, вот, к сожалению, если бы мы еще выжили, вот эта территория, не знаю, была бы это Чеченская Республика, была бы какая-то территория, такая язва на территории, на теле всей нашей планеты.
Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. У вас по 30 секунд, чтобы поздравить чеченский народ с Днем Конституции. Камера ваша. Прошу. Уважаемые жители Чеченской Республики, я поздравляю вас с этой знаменательной исторической датой дня проведения референдума, с этим результатом мира, добра и благополучия. Марнаш дал обл дуэль, ишкаба даста дал хюнер дюнул иман луэлхуэн, дал тиайберткил, дал бартца буэлуэн, вайди кархудон элча хаз иман чах вошахкят, юрт гладуш, район глава гладуш, республика глава республики мягкде гладуш, хаз мягкде навастихил чакдол дизвет. Дюнян та бьёчбег во политический мурбу от мурях вай лардал диз сондер вай патчан вай глава вай мягкден Рамзан гонах дуэла ирся дахар ларда диз вай. Ну, Шаид Вахравич использовал мои 30 секунд, поэтому я могу только присоединиться к тому, что он сказал, и действительно поздравить всех жителей Чеченской Республики с этим великим праздником и пожелать, не знаю, твердой земли под ногами, не знаю, безоблачного неба на голову, яркого солнца и самого-самого светлого, хорошего будущего, какое только возможно в этом мире. Да, это было. Амин.